С обращением к жителям республики выступил глава региона Владимир Уйба. Смотрите его прямо сейчас. Бурлондо Найортис. Добрый день, уважаемые жители республики. На федеральном уровне принято решение, о котором мы просили федеральный центр, я и многие губернаторы, это выдача дистанционного больничного листа. Действительно, это очень важно, особенно сейчас, в максимальный подъем заболеваемости. Отныне при симптомах простуды и подозрения на ковид можно открыть больничный лист на 7 дней после дистанционной консультации с врачом, без визита в поликлинику. Соответствующие изменения внесены во временный порядок организации медицинской помощи в период распространения коронавируса. Теперь при появлении симптомов ОРВИ или ковида можно обратиться в колл-центр поликлиники по месту жительства и после проведения дистанционной консультации медицинского работника могут выдаваться больничный лист. Он выдается дистанционно, как я сказал уже, электронный больничный лист на срок до 7 дней. В случае, если врач или фельдшер принимает решение о назначении лекарственной терапии, то это тоже можно делать дистанционно. Дистанционно оформляются рецепты на лекарственные препараты. Информация о лекарственном назначении передается сотруднику медицинской организации, который ответственный за доставку лекарственных препаратов непосредственно к месту жительства пациента. Теперь следующий алгоритм. Что через 7 дней? При отсутствии симптоматики ОРВИ или ковида через 7 дней пациент также может дистанционно закрыть больничный лист. Для этого не нужно приходить в поликлинику. При этом, если состояние человека улучшилось и нет никаких последствий. Если же состояние не улучшается, к нему на дом обязательно, к вам на дом обязательно придет медицинский работник, врач или фельдшер, который может, безусловно, осмотреть пациента, назначить дополнительные исследования, скорректировать лечение и принять решение о продлении больничного листа. Я совершенно точно понимаю, что это очень важная организационная мера, потому что действительно мы видим с вами, что поликлиники не справляются, и даже после того, как мы выделили отдельные ковидные поликлиники, все равно очереди на прием к врачам выходили даже за стены поликлиники, и это абсолютно неправильно. Поэтому сегодня все легкие, бессимптомные случаи заболевания можно оформить дистанционно. И при этом очень важно, что как раз тем, кому будет нужна непосредственно помощь врача, а что это, еще раз напомню, какая симптоматика, когда врач точно совершенно должен быть вызван и придет на дом или будет оформлена передача на вызов скорой помощи. Это температура выше 39 градусов, проблемы с дыханием, или нарушение дыхательной функции. А также могут появиться дополнительная симптоматика. Это нарушение в работе желудочно-кишечного тракта и затрудненное, учащенное сердцебиение. При этих симптоматиках, конечно же, только осмотр врача или фельдшера на дому, либо, я говорю, будет передан вызов на скорую помощь. При этом, конечно, дистанционный мониторинг такой с выдачей больничного листа, с назначением терапии не предусматривает случаи, когда у человека хронические заболевания. И, конечно, беременным женщинам тоже дистанционно не могут быть выданы либо назначение, либо больничный лист. Это основная информация, которая уже запущена в работу, и уже все наши доктора и фельдшеры, которым дано право выдачи больничного листа, уже начинают работать дистанционно. По эпидобстановке мы чуть-чуть снизились. У нас сегодня за сутки 2107 случаев заболевания ковидом, вчера было 2167. Но при этом, если в Сыктывкаре мы тоже буквально несколько случаев снизились, то в Ухте снова рост. Даже несмотря на то, что в целом по республике снижение, а в Ухте снова рост.
Я хочу сказать, что снова вот привожу статистику: из 2107 человек, которые сегодня заболели за сутки, всего 120 человек были привиты, и из них только 10% для них потребовалось госпитальное лечение. 90% привитых лечатся на дому амбулаторно. По умершим у нас сегодня 5 человек умерших, опять среди умерших нет ни одного вакцинированного. И по коечному фонду мы чуть-чуть еще добавили, развернули 6 коек в Удорской ЦРБ, только потому что там тоже был рост и уже коек не хватало. На сегодняшний день у нас развернуто 2293 койки. Занято 1875 коек, мы растем по занятым, вчера было меньше, 1809, но контролируем вот этот разрыв, чтобы у нас было всегда не менее 20% свободных резервных коек. По привитым полностью закончили вакцинацию 416 327 человек, за что вам огромное спасибо. Ну и остаток вакцин, тем не менее, у нас очень большой, более 128 тысяч доз. Поэтому на сегодняшний день вся информация. Берегите себя, обязательно записывайтесь на вакцинацию, если еще не вакцинировались. И, конечно, меры профилактики. Маски, особенно посещая общественные места, обработка рук. Всего вам самого доброго, до следующей встречи.